Рада вас всех приветствовать сегодня здесь. Сегодня очень приятный вечер, потому что сегодня у нас в гостях очень красивой души человек и супруг очень дорогого нам человека, для штаба очень дорогого человека, Валерии Михайловны Пороховой. Поскольку уже поздний вечер и уже как-то хочется вкусно поужинать и пригласить вас за ужин, попросим, вот у нас сегодня уникальная возможность прочитать дуа перед тем, как приступить к нашей трапезе. Вот. И Мухаммед, вот вам слово. Бисмилля рахман рахим. Во-первых, каждый мусульманин, когда начинает кушать, как бисмилля, достаточно. Но поскольку попросили делать дуа, мы с удовольствием читаем дуа, который я читаю, один из лучших дуаев. Бисмилля рахман рахим, альхамдулилля раббил аламин, ва афдалу салату ва амму таслим аля сайидина Мухаммад المبعوث رحمة العالمين اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيته ولا تمنع منا ما أعطيته ولا تمنعنا مما تحب. Например, любился в русскую культурную или еврейку культурную, будешь жениться и воспитать ее в дух ислама, и она будет мусульманка, и дети будут мусульмане. Если он неграмотный, боюсь, нежелательно жениться, потому что могу сказать, что сохранились, например, чеченцы, и кавказские, и татары, что они женились на своих. Они сохранили тогда и свою нацию, и свою религию. Поэтому здесь ситуация, она, могу сказать, это оба стороны. Только аннулировать этот закон, это никто не имеет права. Это зависит от ситуации. Какая семья, кто это муж, кто это жених и кто это девушка. А так, мой совет, и мой опыт, чтобы женитесь, быть грамотны в своей религии, быть грамотным в свой язык, например, родной язык, и женитесь на кого вы любите, и быть образец мусульманин, чтобы ваша вторая половина увидела эту религию. Она практичная, это религия культурная, это религия мудрая, это религия. Аллах не зря сказал, что женитесь, и между вами должна любовь и уважение и прощение. Джа'аль бейнакум маваддатан ва рахма. Мавадда – это любовь. Рахма – простить друг друга, простить это отцу, потому что любая семья, когда начинается, никто не знает характер другого, и каждый может поступать не по то черта, или не то обычай, не по то поведение, когда вторая сторона узнала. Но когда они терпят друг друга, уважают друг друга, и терпят друг друга, это будет продолжаться семья. Мы жили 48 лет с Валерией, альхамдулилля раббил аламин. И могу сказать, благодаря Аллаху субхану ва тааля, Аллах нам помог, именно сделать такой, альхамдулилля, этот слуга для крана, для другой темы, да, вы сказали? Теперь вот такой вопрос. Вот вы сами упомянули, что, возможно, могут быть такие условия и так далее, да, и сохранились вот татары, чечены, кавказские народы благодаря тому, что женились на своих. У нас, к сожалению, скорее всего, такая фетва вообще вдруг увидела свет и появилась в мыслях у Совета улемов, как раз потому, что у татар, видимо, очень сейчас серьезная в этом проблема. Очень много татар именно ассимилировались в православный мир, и очень часто именно православная сторона, христианская, берет верх, что ли, да, ну это борьба, не борьба, как это угодно можно назвать, да, но тем не менее дети идут в христианство, воспитание уже идет христианское, да, и татарский муж или татарская жена не способны, вот выстроить такие отношения, когда ислам уважается не меньше, как минимум не меньше, чем другая религия. Вот что вы посоветуете в таких ситуациях? То есть вот вы уже, в принципе, дали прекрасный совет быть лицом ислама, да? Но, видимо, не хватает именно образованности, вот исламской образованности, религиозной образованности. А что можно сделать? Вот в таком случае я могу сказать, что, во-первых, нужно, например, когда мужчина, татарин или мусульманин любой национальности хочет жениться на другой, вызвать его и сказать ему: давайте ведем курс, как мусульманин как ведет себя в семье. Я уверен, когда жена увидит, что мусульманин культурно, мягко, и щедрый, и добрый, точно она полюбит его и примет его все, и не только религии, и воспитает детей тоже в дух религии. Когда Валерия увидела меня, она еще не приняла ислам, когда родила Халид. Когда ему сказали «Бисмилля», и научили его, он, может быть, наш сын Халид, который родился в 79 году, коммунист, это время, в 79 году,
коммунист был, это Рассвет. рассвет коммуниста. И когда им сказали бисмилля, он говорил аль-фатиха, и Кул Ахад до того, как начал говорить. Потому что с детства я сказал, заставлю ее, когда говорим, что, пожалуйста, носи Коран на себе. Это на грудь. И повторяю, слушайте Коран. Я сказал, не рано тебе. Я сказал, для ребенка. Это мой сын. Будет зовут мусульманин, будет мусульманин. Пожалуйста, если ты уважаешь меня, мой сын, я тебе сказал, когда женился, что дети мои, да ты мусульман. Она говорит, пожалуйста, как хотите. Это ваш ребенок, он имеет твое имя, твою фамилию, пожалуйста.